XIX век в истории культуры России по праву считается золотым веком. Это было время грандиозного взлета творческой интеллигенции, но в стране любое инакомыслие и зачатки переустройства империи заканчивались высылкой в Сибирь. А для окраин России именно политическая ссылка сыграла важную роль в развитии духовных и культурных ценностей. Кто виноват? Как защитить интересы народа? Что делать? Вот о чем думала эта молодежь. Москва и Санкт-Петербург второй половины XIX века были центром распространения народовольческого движения. Идейные вдохновители вели борьбу с самодержавием, используя крайние меры, в том числе и террор, для создания революционной ситуации в обществе. Вторая волна последователей именовала себя народовольцами четвертого листка. Они приняли решение отказаться от насилия и направили свою деятельность на издательскую для пропаганды и агитации своих идей среди рабочих. К этой революционно настроенной молодежи примкнул молодой студент Василий Приютов, за что был сослан в Сибирь. Зимой 1899 года он прибыл этапом в Якутскую область. В распределительном списке о нем записано: 33 года, рост более 2 аршин, волосы русые, глаза карие. В графе «Каким владеет мастерством» указано: фотограф, знает портняжное ремесло. Когда он в конце XIX века был доставлен сюда, в Якутск, он писал прошение на имя губернатора, чтобы его по состоянию здоровья не ссылали далеко на север, а именно в Среднеколымск. Да, он по состоянию здоровья был освидетельствован и оставлен здесь, в Якутске. И, воспользовавшись этим моментом, он весной решил предпринять побег. Вот, поймали его в Бестяхе, вернули обратно в Якутск. Поселили Василия Приютова в доходном доме якутского купца Федота Петровича Романова. С тех пор в его жизни начинается новый отсчет времени. Незнакомый город раскрывается перед ним другими гранями, и он понимает, что именно люди являются главным достоянием Якутска. Люди раньше, они как-то дружили, вот цехово, да, допустим, фотографы, они тесно общались, аптекари там и так далее, издатели, редакторы там. Здесь, в Якутске, он сблизился с эсерами, с Михаилом Сабунаевым, да, известный врач. А дальше он сдружился с Олейниковым, который был консерватором нашего музея. Неподиста Сафронов, он работал в типографии Всеволода Ионова, тоже очень известного эсера, с которым дружил Василий Приютов. Якутская интеллигенция, общаясь с политическими ссыльными, стремилась изменить жизнь горожан к лучшему. Они совместными усилиями создавали бесплатные библиотеки-читальни, открывали частные школы, устраивали лекции и благотворительные концерты. При этом во многих общественных местах якутский язык почитался как французский, на котором говорила вся аристократическая знать Якутской области. Василий Петрович Приютов – такая неугомонная личность. Он вообще принимал участие во всех общественных мероприятиях. Он же участвовал в постановке различных пьес. Например, он снимался в пьесе Василия Васильевича Никифора Кюльмюнера «Василий Манчары». Да? В то время театр был открыт в книжном магазине Игумнова. Еще задолго до открытия профессиональных театров в Якутске существовал кружок любителей музыки и литературы. В 1889 году его переименовали в Общество любителей драматического искусства. А в начале XX века появился еще один центр культурной жизни – клуб общества взаимопомощи приказчиков. В этих культурных заведениях царила особая атмосфера.
говорили о литературе, проводили классические и фольклорные музыкальные вечера, ставили спектакли по пьесам Горького, Островского и Толстого. Одним из активных участников этих вечеров был и Приютов, которого современники называли «неугомонный». Каждый день, прожитый в Якутске, приносил новые знакомства и неожиданные встречи. И одна из них повлияла на весь его дальнейший жизненный путь. Здесь он как раз познакомился со своей женой Пелагеей Петровной Лазяновой, и у которой было свое фотоателье. В доме по улице Большой, ныне на перекрестке проспекта Ленина и улицы Курашова, располагалось фотоателье, купленное фотографом Лазяновым у своего учителя Келлермана. После смерти мужа Пелагея Петровна Лазянова осталась с 2 детьми на руках. Встреча с Василием Петровичем Приютовым стала решающей в жизни 2 одиноких людей, а увлечение искусством фотографии еще больше сблизило их. Он уже был профессиональным фотографом, и продолжал фотографировать здесь, в Якутии, заниматься своим делом. Фотография, конечно, была очень дорогим удовольствием, но люди себе это позволяли. Они приходили очень нарядные, и раз в год обычно зажиточная семья могла себе позволить. За каждым человеком, попавшим в поле зрения его объектива, мы видим историю личности, времени и эпохи в целом. И все это он оставил нам в дар, чтобы помнили. Эти фотографии хранились у нас в сундуке бабушкина очень долго и не показывали нам. И вот когда бабушку, так сказать, ее отца начали преследовать, она свою дочку отправила в глухой район, чтобы она там скрылась, и она только увезла документы. Все свое богатство оставила в городе и уехала. Потом она приехала через некоторое время, и эти фотографии мы только обнаружили, когда она умерла. Поэтому пришлось все потом досконально самим разбираться, что да как. И бабушка все это сохранила. Вот фотография Владимира Петровича Приютова, 1912 год. Тут бабушка с братом и с отцом. А вот тоже фотография Приютова 1908 года. Это мать моей бабушки тоже. Вот свадебная фотография, тоже приютовская, моей бабушки и дедушки. Тоже приютовская фотография, семья Скрябиных Адама Васильевича, моего дедушки. Вот тоже фотография провода Ионова. Тут вот все его друзья сидят. Кулемнир, Говоров я вижу, Широких, Шадрин. В семейном альбоме Панкратия Дмитриевича Петрова каждая фотография имеет свою незабываевую историю. Я расскажу, значит, про фотографию, где Анимпадис Иванович Сафронов с женой Евдокией Константиновной, и третья там девушка сидит, это девушка, дочь Калитина. Калитин – это купец, жил в Мархе, и как раз Евдокия 17-летней приехала из Юэдэй, устроилась там работу, и по Якутску пошла молва о том, что в Мархе появилась якуточка-красавица. Ну, а Лампа поехал туда, посмотрел, влюбился, не знал, что делать. И в это время он услышал Тоюк, Юринтуллук Мельбестери, исполнение Нахова из Алекминска. Но ему как-то не очень понравилось, не пришлось по душе, и он написал стихи, которые мы знаем, Юринтуллук Мельбестери, и посвятил Евдокии. Так у них началась любовь.
Я бы хотел как раз отметить, что благодаря Приютова мы знаем всех своих. А то бы, если бы его не было, не знаю даже, как история повернулась бы. Так что я ему очень-очень благодарен. Василий Петрович находил время и силы для участия в общественных делах, происходивших в Якутске. Самые лютые морозы в декабре 1905 года состоялся митинг у стен Малого базара, это Кружало. Участниками митинга были предприниматели, местные мелкие лавочники, приказчики, ну и обычная толпа покупателей и так далее. Вот. Они собрались из-за того, что было принято постановление Якутской городской думы о увеличении арендных ставок и сборов с предпринимателей. Митингующие с пением революционных песен направились к зданию городской думы с возгласами, криками «Долой городскую думу!». Они ворвались в зал заседания. Среди них был гласный городской думы Василий Васильевич Никифоров, который тоже принял, в общем-то, участие в этом митинге. И вот их всех этих гласных поймали, усадили и заставили принять решение о самороспуске. Василий Васильевич Никифоров, они были ровесниками 1866 годов рождения, и тоже был арестован, но он по делу Союза якутов за организацию. Василий Петрович за вторжение в городскую думу. Вместе с Михаилом Васильевичем Сабунаевым и Василием Васильевичем Никифоровым они были сняты во дворе якутской тюрьмы. Время, в котором они жили, было знаменательно великими научно-техническими открытиями и изобретениями. Более 200 новейших разработок той эпохи улучшили жизнь и сократили расстояние между странами и континентами. История кино начинается с 1911 года, когда группа предпринимателей во главе с Михаилом Ромуальдовичем Маргульцом, он тогда занимал пост председателя общества попечения народного образования города Якутска, и по совместительству, так сказать, он был директором крупнейшего тогда русско-азиатского банка, якутского отделения русско-азиатского банка. Вот эта группа купила на свои средства киноаппарат и стала показывать киносеансы в здании музея-библиотеки. В состав группы также входили Павел Николаевич Юшманов, это глава города, второй гильдии купец. Тогда еще он занимал пост гласного городской думы. Алексей Алексеевич Семенов, промышленник, и купец Василий Иванович Силин. Вот эти люди стали показывать с 2011 года киносеансы в городе Якутске. Василий Петрович, как предприниматель, понимает, что демонстрация движущихся картинок – дело новое, выгодное и познавательное. Поэтому он принимает решение составить конкуренцию. И они основали кинотеатр, который открылся в 1913 году. Кинотеатр был в то время очень прогрессивным явлением. Это действительно было чудо для горожан. Люди приходили с большим удовольствием, потому что кинотеатр был оснащен электричеством, там играл оркестр. Люди приходили для них это было большое-большое событие. Первые кинотеатры показывали такие о минералогии, например, о вулканизме, о строении земной коры. Вот такие научные фильмы, кажется, тогда еще были. Из-за чего Приютов намерен был увеличить присутственные места. И в 1914
2013 году он увеличил, в 2015 году увеличил присутственное место до 250 мест с откидными сиденьями у него там. И что интересно, в 1916 уже году был показан фильм «Гибель Помпеи», и он комментировался на якутском языке. То есть это был первый комментарий фильма на якутском языке. Вот. Потому что от комментария фильма, оно же немое было, да, от комментария фильма зависело многое. Василий Петрович Приютов, он вплоть до 1920 года благополучно работает на ниве киноиндустрии, а в 2020 году его фотоателье, он же был у нас фотографом по своей специальности, фотоателье национализирует его кинотеатр в пользу Народного комиссариата образования. Жена Василия Петровича, понимая, что необходимо предпринять какие-нибудь меры, 17 мая 1922 года пишет заявление на имя председателя революционного комитета. В 1920 году были изъяты из нашего семейного владения фотография и кинематограф, как собственное имущество моего второго мужа, Василия Петровича Приютова. Но произошла ошибка. Упомянутая фотография находилась в моем владении после смерти моего первого мужа Павла Тимофеевича Лозянова с 1903 года, которой мы с ним совместно владели с 1899 года, купив эту фотографию от якутского фотографа Келлермана. Имея 9 детей, из которых 7 находятся в настоящее время на моем иждивении от 5 до 17-летнего возраста, и не имея средств к существованию, кроме промысла фотографией, в которой я проработала более 20 лет с помощью семьи, прошу распоряжений о возвращении мне фотографии. Пока решался вопрос с фотосалоном и кинотеатром, Василий Петрович продолжил свою политическую деятельность. Василий Петрович, он был еще участником такого одного события, тоже примечательного. В 1922 году он был членом исполнительного комитета, городского исполнительного комитета Совета рабочих депутатов. Вот. Был он 3-м членом, председателем был Михаил Литвинов, 2-й член Богдан Чижик, и он 3-й. Вот. На заседании вот этого исполкома принял участие Платон Алексеевич Аюнский. Вот. И они приняли решение отправить вождю революции, советской власти и председателю Совета народного комиссара Владимиру Ильичу Ленину телеграмму. Там они заверили, что будут держать знамя советской власти твердо в руках и будут преданы этой власти. Когда следующий изучаешь архивные документы, вот всегда как-то каким-то образом окунаешься в этот мир. Мир этого столетней давности. Я вижу более как-то сплоченно, потому что жизнь такая и условия такие суровые, климатические. Так, держались как-то все вместе. В этом отношении и Василий Васильевич Никифоров, и Василий Петрович Приютов, вот, они тоже сыновья своего времени. Заявление жены Приютова было рассмотрено председателем революционного комитета, и спустя 2 года национализированные фотоателье и кинотеатр вернули владельцам. А с 22 года, опять же, ему возвращается национализированное предприятие его, и он начинает работать с советскими картинами, показывает уже теперь вот эти пропагандистские фильмы. Например, такой известный фильм, как «Броненосец Потемкин» он показывал, фильм «Против абортов» показывал. Вот. И все-таки он вынужден был в 1928 году продать свой кинотеатр Наркомпросоцздраву, Наркомату просвещения, здравоохранения и социального обеспечения. И
Этот кинотеатр потом был расширен до 250 мест, и там размещалось Якутгоскино. А сам Приютов в последующем, по данным нашего сотрудника Александра Александровича Калашникова, выехал за пределы Якутии в город Санкт-Петербург. Не менялась бы политика, он бы и здесь остался, в городе Якутске. Так. Он и так здесь осел. У него и знакомые, и родные, и большая семья, дети, которые родились здесь, вот так, учились. Вот. Так, чтобы он, ну, это обстоятельства, видимо, заставили. Судьба Приютова благополучна и трагична одновременно. Политическая ссылка обернулась подарком судьбы. По счастливой случайности его как частного предпринимателя миновал арест и репрессия. Но на долю тех, кто спасся в этом хаосе истории, выпало еще одно испытание – Великая Отечественная война. И есть данные, что он погиб в годы блокады. Приютов Василий Петрович, народоволец, фотограф, мастер портняжного дела, владелец кинотеатра, предприниматель, отец многодетного семейства. Он оставил в дар Якутии свое наследие – фотоколлекцию поколения эпохи перемен, чтобы помнили.